Начиная с 1941 года из Якутии, нашей республики, призвали на защиту Родины более 62 тысяч воинов, молодых ребят, которые защищали во всех фронтах всего Советского Союза и европейских государств. Беларусь в разные периоды своего существования неоднократно становилась ареной разрушительных сражений, но самой масштабной и жестокой стала Великая Отечественная война. Якутские бойцы ценой собственной жизни мужественно и храбро защищали белорусские земли, освобождая от немецко-фашистских захватчиков целые деревушки и крупные города. О якутских героях-освободителях, памяти и благодарности жителей Беларуси смотрите в нашем репортаже прямо сейчас. Великая Отечественная война перекроила Беларусь. Здесь нет ни одного клочка земли, которой бы не коснулась кровавая ладонь войны. Уже к началу сентября 1941 года вся территория республики была захвачена гитлеровцами. Эти 3 года оккупации здесь, конечно, не прошли бесследно. То есть проходили и политика выжженной земли, когда гитлеровцы проходили, уничтожали всю деревню, палили. Уничтожали также здесь и военных, и евреев, которых привозили с Европы. Фашисты сметали все на своем пути, но шаг за шагом на борьбу с противником доблестно наступала Красная армия. Войска Красной армии одержали победу под Курском, затем они вышли, освободили левобережную Украину, вышли на Днепр. Это был огромный участок от Лоева, это Гомельская область на территории Беларуси, и до Запорожья на территории Украины. Участок в 750 километров. И в дальнейшем им предстояло форсировать Днепр. Переломным моментом в пользу Красной армии следует считать 1943 год. Именно тогда с битвы за Днепр и началось освобождение белорусских земель. Одна из выдающихся операций времен Великой Отечественной войны – битва за Днепр. Она стала символом бесстрашия и мужества, стойкости и непоколебимости советских воинов. Форсировала могучую реку 61-я армия 81-й стрелковой дивизии, где служил якутянин Федор Кузьмич Попов. Якутский боец родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наследии Мегино-Кангаласского улуса Якутии. Он рос в простой крестьянской семье, был младшим сыном. Его призвали на фронт в 1942 году. Тогда Федору Попову был всего 21 год. К концу сентября 1943 года войска Красной армии отбросили гитлеровцев через Днепр и обосновались на левом берегу. В Брагинском районе Гомельской области действовала 81-я стрелковая дивизия, где и служил Попов. Командованием Красной армии было принято решение форсировать Днепр, и 3-й стрелковой роте, где и служил Попов, было поручено переправиться через Днепр и удерживать плацдарм до подхода основных сил. Стратегически важная цель операции – не дать немцам выстроить на водном рубеже серьезных укреплений и откинуть противника. Приказ закрепиться на правом берегу Днепра поступил солдатам в ночь со 2 на 3 октября. Пункт назначения – правый берег. Отправлялись бойцы с противоположно стоящей деревни Глушец. В годы войны эта прибрежная зона полностью превратилась в сплошную болотистую массу. Но основная сложность при форсировании Днепра заключалась далеко не в этом. У Красной армии попросту не хватало ни плавсредств, ни человеческих ресурсов. И об этом сегодня говорят официальные донесения, официальные сводки о том, что при форсировании Днепра в этом была большая необходимость. И, безусловно, помогали очень сильно местные жители. Они собирали со всей деревни лодки, разбирали свои приусадебные постройки, заборы часто разбирали. В том числе вот здесь при форсировании Днепра была еще одна сложность в человеческом ресурсе. Многие солдаты были в лаптях. И многие из них не владели военным делом. Не сломил солдат и массированный огонь противника. Красноармейцы прыгнули в воду. Одним из первых на вражеской территории оказался якутянин Федор Попов. Лицом к лицу он столкнулся с немецкими солдатами. Вступив в рукопашный бой, боец сумел захватить немецкий пулемет и прикрыл огнем переправу. В этом бою Федор Попов уничтожил 23 фашиста.
Бои продолжились и на следующий день. По данным сводок, 9 раз немцы ходили в атаку на красноармейцев, но и в этот раз Федор Попов проявил необыкновенное мужество. Прорвал фланг обороны противника и внезапным пулеметным огнем скосил 50 гитлеровцев. Уже к вечеру 3 октября советская дивизия переправилась на правый берег Днепра. Это была очень сложная на самом деле операция. В общем-то, ведь и противник надеялся на то, что войска Красной Армии никогда не преодолеют Днепр. Это очень известные слова самого Гитлера. Он сказал, что скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его. Но, тем не менее, вот Днепр был форсирован. Форсирование Днепра сыграло ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны. С победы на водном рубеже началось освобождение Беларуси. Боевая задача отважной дивизии была выполнена. Но какой ценой? Бои в этом Брагинском районе продолжались, и 11 октября Федор Кузьмич был смертельно ранен. Он погибает через 2 дня в госпитале от полученных ран. И уже в 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Надо сказать, что это первый уроженец Якутии, которому было присвоено столь высокое звание. Немеркнущий подвиг героя продолжает жить в памяти якутян, его земляков и жителей Беларуси. Какой добрейшей души человек был Федор Кузьмич, рассказывал. Комсорг, а комсорг должен знать душу человека. Я очень горжусь нашим земляком, что он здесь воевал и первым форсировал реку Днепр. Очень гордимся подвигом. Нам рассказали, что Федор Кузьмич Попов был очень сильным, храбрым, мужественным и всегда добивался своей цели. Он отдал свою жизнь, чтобы помочь своим товарищам и своему народу. Славный сын якутского народа Федор Кузьмич Попов покоится в братской могиле деревни Деражичи. Герой Бутугар, Сёдер Бетигар, сакалы урой боллун, айха боллун. Белорусская земля усеяна ратными подвигами советских солдат. Летопись борьбы за освобождение Беларуси отражена и в Музее истории Великой Отечественной войны. Под сводом купола, словно живые, здесь встретились и судьбы, сложенные в треугольник, и судьбы, которые самоотверженно приближали великую победу. В Зале Победы высечено ровно 1247 имен героев, которые участвовали в освобождении белорусских земель. Среди первых рядов мы видим и имя героя Охлопкова. В ноябре 1941 года в Москву непрерывно прибывали эшелоны. Прямо с вокзала новобранцы колоннами шли через Красную площадь и отправлялись на фронт. Среди них был 33-летний якутский охотник Федор Охлопков. Охлопков Федор, уроженец села Крест-Хальджай, участвовал в боях под Москвой в освобождении Смоленской и Калининских областей, а также освобождении Беларуси. На его счету 429 уничтоженных гитлеровцев. Мужество в бою и меткая стрельба Федора Охлопкова не остались незамеченными. Сержант без промаха, сержант-мститель. Такими заголовками пестрела фронтовая пресса. Якутского бойца уважали однополчане и боялись враги. Гитлеровские летчики сбрасывали с самолетов листовки: «Охлопков, сдавайся, тебе нет спасения». У нас личное дело Охлопкова Федора Матвеевича, интересные фотографии. К примеру, вот эта фотография, она военная, 1944 года. То есть она была сделана весной 1944 года. Вот он, Охлопков, вместе со своим боевым товарищем уже представлены. Есть и послевоенная фотография. То есть он уже с наградой, с золотой звездой. Федор Охлопков не дошел до Берлина. Получив серьезное ранение в боях за Витебск, его боевой путь завершился в июне 1944 года. Весть о победе он застал в госпитале. Но спустя год якутский снайпер вновь промаршировал по Красной площади уже как воин-победитель. Тогда, в победном 1945 году, в составе сводного батальона 1-го Прибалтийского фронта Федор Охлопков швырнул немецкий штандарт к подножью мавзолея.
Он был удостоен многими наградами, это и 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, а также орденом Красного Знамени. Но его главная награда «Золотая звезда Героя Советского Союза» была получена спустя 20 лет. После войны в 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За честь и свободу Родины советские солдаты готовы были отдать самое дорогое – свои жизни. Они шли напролом, были твердыми и решительными. Каждый из них воевал не просто за победу, а за будущий мир, в котором сейчас живем мы. И священный долг каждого из нас – чтить память павших. Но я думаю, что они сражались за свою землю, они хотели, чтобы их будущее поколение жило мирно, спокойно, чтобы тоже не было войны. Из их жизни складывалась общая победа страны. Мы будем помнить их, солдат и офицеров 40-х годов 20 века. Будем читать их письма, перелистывать фотоальбомы, рассказывать о них своим детям и внукам. История пишется сегодня следопытами, поэтами, писателями. Поисковые работы идут. И эта работа, пожалуй, не закончится никогда. И не потому, что все новые и новые страницы истории героического сражения открывает нам время, а потому, что мы в вечном долгу перед павшими героями.